прямом эфире работает программа «Новости», в студии Луиза Хатуева, и коротко о главных событиях к этому часу. Встречая дорогого гостя. В Грозном побывал губернатор Костромской области. Обратиться с мольбой о возвращении близких. Матери пропавших без вести смогли совершить хадж благодаря фонду имени Кадырова. Шалинская эволюция. От самого большого села до современного мегаполиса. Как меняется облик города, сегодня проверил Рамзан Кадыров. Когда на природе не отдыхают, а работают. Вот это тут пирамидальный. В республике всего лишь 2 штуки. Лесничие всей страны отмечают свой профессиональный праздник. В Грозный прибыл губернатор Костромской области Сергей Ситников. Его принимал Рамзан Кадыров. Гость поздравил избранного главу республики с победой на выборах и пожелал дальнейших успехов. В неформальной обстановке руководители субъектов также обсудили ряд вопросов, связанных с укреплением сотрудничества между субъектами посредством реализации совместных проектов в экономике, культуре и спорте. Лидеры отметили, что между регионами установились хорошие деловые отношения. Кадыров выразил уверенность, что и эта встреча даст новый импульс развитию связей между Чечней и Костромской областью. Рамзан Кадыров навестил свою тетю Умань Енисеевну, чтобы лично поздравить ее с совершением хаджа. Она поделилась с гостем впечатлениями от паломничества в Мекку и Медину и рассказала, что в своих молитвах просила Всевышнего о мире, стабильности и процветании в Чечне. شيء خلات شيء حديث توشبات ولا آية تشبخ تربى لا يرس ما تقدر تعمل زعما حديث عن شيء دعت ده ده نصير بير حدا عن شو ده ده ولا شو آية نخلص ده ترجع ده أدنى. Также Рамзан Кадыров посетил строительные площадки Шали. Здесь возводится уникальный комплекс высотных зданий Шали-Сити, призванный повысить деловой имидж и инвестиционную привлекательность города. Он также позволит создать новые рабочие места. Комплекс состоит из 6 жилых домов, 12, 14 и 16 этажей. В центре возводится 21-этажная башня, в которой разместятся отели, офисы, фитнес-залы и рестораны. Все объекты строятся на инвестиционные средства. Рядом с высотными зданиями также завершается строительство мечети, которая войдет в 20-ку крупнейших в мире. Избранный глава региона отметил хорошие темпы работы и поручил вице-премьеру Ибрагиму Закриеву взять на особый контроль производственный график, чтобы сдать Шали-Сити в предусмотренный срок. Коммунальный систем подключить. Якич почти ее до свет леча не вожу канализация уже иньялю liminoxinялю водопроводы на благоустройство в принципе чернованный вариант не чекали почистую основной белый фасадом там делался 13 женщин, чьи родные пропали без вести в ходе 2 чеченских кампаний, смогли совершить паломничество в Мекку. На священной земле в своих молитвах они, конечно же, просили у Всевышнего скорейшего возвращения близких. Совершить хадж матери пропавших без вести смогли благодаря поддержке регионального общественного фонда имени первого президента. Тему продолжит Хава Идиева.
Они потеряли самое дорогое, что может быть в жизни каждого человека – своих детей. Даже спустя многие годы они продолжают верить в чудо и надеются, что однажды их родные вернутся домой. Об этом матери пропавших без вести в своих молитвах просили Всевышнего на священной земле во время хаджа. Сразу 13 женщин смогли отправиться в паломничество в Мекку на средства регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. دير ريس خوينا حسي حخما بوسر دين واداس خو دال دويل حسي بوسر وزن ديل سو خشيلس من دال بيقم بويلهم وزن ديل حنان حيجرشنا هون وزن ديل تدوزلش دق داكن تكون اي بول بين تكون ديك بول بين تخسيك دخيترنا دير ريس خويلون دا سيل دويل هان دير ريس خويل توني وزن ديل وكون ديل تدق داكيتين وتحاج دغيتين و تقتيدم برنا دير ريس خويل خودسيك دغيترنا تعاش هرمخ كعتو ميلدين شو من نقدر ريز خويل هرماش باقين هرمخ تو أربقي هم ما تخيلشي خاش دقاد يحكين تو تخدي بيرش تيجي تخويك دوغ ديخيترنا يبيرش ديخه متعينة تخديل وزور إيران زان ما بيخ أو بيرش ثاني قاعدينك دوي دنيا شديد صدل دوقكم دتو دقاد يحكن قاعدينك تخوني تان ليش دينا تخيك أنت تسبح كسن تخوني دوق دي دوق رمزان هون تخو دق يحكن قاعدرنا ترمير دوقكم ده عليه وش ذكر أرمخ كه الدنيا نا غير ميلوالشنا مسنا عليه وش دلهم إيسنا ديسن سوال لهم. В 2003 году жизнь Айшат Мажиевой разделилась на до и после. В одну ночь из их дома неизвестные забрали главу семьи и 3 сыновей. У старшего остались 3 дочери. До сих пор от родных нет никаких известий. الله رئيس كل ترجم زانين تودغتنا ترك أنت بيختنا أو ترك أنت بيعنا تعرش ونقطة شامل بيخا ويبتشاه بيخا قايتنا طيغة إغتان أتمسونا نشكر الله رئيس كل تنان تود. Благодаря президенту регионального общественного фонда Аймани Кадыровой только в этом году исполнить один из столпов ислама смогли свыше 300 человек. Паломничество – это главное путешествие каждого мусульманина. Сообщается, что молитву дуа на священной земле Всевышний не оставляют без ответа. И те, кто сегодня продолжает поиски своих родных, снова полны надежды, что чудо все же произойдет. И когда-нибудь в их дома постучатся родные, которых они так ждут. Хавая Дива, Магомед Сулейманов и Луиза Юнусова. Новости. В Министерстве по внешним связям, печати и информации обсудили вопросы совершенствования деятельности СМИ по формированию общественного мнения, направленного на профилактику терроризма. В работе семинара приняли участие журналисты и сотрудники различных министерств и ведомств. Участники встречи отметили, что Чеченская Республика является единственным регионом, где удалось полностью искоренить терроризм и экстремизм. Выступающие дали положительную оценку работе СМИ, однако отметили, что региональная журналистика должна постоянно совершенствовать методы своей работы. Цель этого семинара – обсудить и ситуацию, и сложившуюся на информационном поле, именно в этом направлении, оценить источники информационной агрессии и угрозы, и выработать какие-то новые формы и методы противодействия этому злу. Свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства. В честь знаменательной даты в Грозном состоялся праздничный концерт. Виновников торжества поздравил и Рамзан Керимов. Когда ты входишь в лес душистый и прохладный, средь пятен солнечных и строгой тишины, встречает грудь твоя так радостно и жадно, дыхание влажных трав и аромат сосны. О душевном состоянии, которое в своих поэтических строках описывает Роберт Рождественский, не понаслышке знают работники лесного хозяйства, ведь большую часть своей жизни они проводят в лоне природы, в лесу, бережно охраняя его. Среди них и Усман Ибаев, которого смело можно назвать ветераном лесного дела. Институт по специальности мужчина окончил в Воронеже в далекие 70-е. Работает уже 42 года. Десятки лет службы и, как следствие, огромный багаж знаний и опыта позволяют общаться с природой на «ты». Вот этот дуб пирамидальный. В республике всего лишь 2 штуки. Этому примерно возраст где-то порядка 40-50 лет. Дубы у нас дуб черешный, дуб красный, дуб обыкновенный. У нас очень много разновидностей дубок. По словам мужчины, работа в лесу очень ответственная, ведь от того, в каком состоянии будет находиться природа, зависит в первую очередь и здоровье человека. Именно поэтому общество должно бережно относиться к окружающей среде, отмечает лесник. И в воздухе, и в воде, и под землей, и на земле, и в лесу, везде человек. То есть это о чем говорит? Ключи от всей природы у человека.
И дано ему именно сознание, чтобы правильно вести это направление. И дальнейшие последствия всей планеты, по-моему, зависят от человека. Вот когда глава республики взялся за восстановление, одновременно пошло озеленение всех городов, населенных пунктов. Хотя люди в этом видят только красоту. А там самая основная цель его, по-моему, это человеку, чтобы легче было дышать. В этом зале собрались люди, которые каждый день выходят на природу, но не отдохнуть. Они уже не первый год, как настоящие правоохранители, несут свою службу, следят за порядком в лесу, охраняя и приумножая его богатство. Сегодня их профессиональный праздник. Чтобы поздравить лесничих, пришли сотни людей. С докладами выступили официальные лица. Восстановление численности личного состава работников лесного хозяйства до уровня предыдущих лет – самое главное достижение нашего по лесному хозяйству. Хочу отдельно также отметить, что те результаты, которые мы достигли, стали возможны благодаря усилиям главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который ставит сохранение лесов и заботу об окружающей среде в одну из приоритетных задач, стоящих перед руководством республики. В завершении мероприятия наиболее отличившиеся работники леса получили правительственные награды и благодарственные письма. Рамзан Керимов, Магомед Мударов и Ислам Расуев. Новости. В Ленинском районе Грозного продолжается строительство тепличного комплекса. Общая стоимость проекта составила более 2 миллиардов рублей. Это один из крупнейших инвестиционных проектов республики. Предприятие будет оборудовано по голландской технологии. Все работы планируют завершить уже к концу этого года. Лариса Джабраилова продолжит. К строительству здесь приступили еще в начале года. Тогда на этом месте была свалка. Буквально за считанные месяцы территорию 23 гектара расчистили и подготовили под новый тепличный комплекс. Уже готовы 4 скважины и складские помещения. Строительство ведет компания с многолетним опытом. Этот проект является одним из самых современных на данный момент в России, и тем более на Северном Кавказе. Он высокотехнологический и очень много современных деталей, которые используются, может быть, даже первый раз в России. Самые тяжелые работы бетонные, в которых больше всего занято людей, и трудозатратные, трудоемкие работы, они выполнены. Сейчас ведутся непосредственно работы по монтажу металлокаркаса, последовательные работы остекления и внутренние работы будут произведены. Поэтому мы планируем все уложиться в срок. Руководители тепличного комплекса подчеркивают, приоритетом в производстве станут экологичность и доступность продукции. Здесь на 10 гектарах будут выращивать овощи. Урожай с 1 квадратного метра должен составить 80 килограммов томатов и 140 килограммов огурцов. Это на 10% выше, чем в передовых теплицах мира. Со временем ассортимент планируют расширить. В условиях санкций и обеспечения продовольственной безопасности руководство нашей страны и в республике в частности уделяет огромное значение в обеспечении продовольственной безопасности. На базе предприятия ООО «Родина» мы готовим специалистов. И здесь я хочу отметить, что мы не конкуренты, а партнеры. И в партнерских отношениях мы развиваем эту отрасль. Новый тепличный комплекс обеспечит рабочими местами более 200 специалистов. Готовая продукция поступит не только на местные прилавки, но и в Москву, Санкт-Петербург, а также регионы Северо-Кавказского федерального округа. Полный цикл производства здесь планируют запустить уже к середине декабря. Лариса Джабраилова, Булат Баканаев, Луиза Юнусова. Новости. Праздник молодых и амбициозных. Вот уже 10 лет 5 октября отмечается День чеченской молодежи. В этот день в республике состоятся многочисленные торжественные мероприятия. Специально к этой дате я и мои коллеги будем рассказывать о талантливых и трудолюбивых молодых людях. Прямо сейчас сюжет о чеченском архитекторе Рамзане Цацаеве. Меня всегда привлекала эта архитектура Захи Хадид. Мне очень нравится ее архитектура. Это первая женщина, которая получила Прицкеровскую премию. Давай тогда по-другому. Что тебе в этом нравится, в этом стиле? То, что там нет острых, прямых линий, граней. То есть там все свободно и как-то связано с природой. Относительно новым, но интересным архитектурным стилем параметризма Рамзан Цацаев увлекся 2 года назад. Современное направление в градостроительстве не осталось просто увлечением. Молодой архитектор показывает проект, который он защищал на Всероссийском форуме Таврида. Сама суть проекта заключается сделать эту скамейку, подарить его городу, поставить его где-нибудь в парке, в музее
или в библиотеке. И чтобы, приходя люди, видели эту скамейку и узнавали, что это за скамейка и что это за направление, что это из себя представляет. Это понравилось жюри, да? Да, это им понравилось, и они мне дали грант. Свой грант на реализацию проекта Рамзан Цацаев получил в 2015 году. Кстати, он единственный представитель Чеченской Республики, который защитился на Тавриде. К созданию параметрической скамейки приступил сразу, и вот уже архитектор собирает готовый продукт. На создание скамейки у Рамзана ушло свыше 100 тысяч рублей. Здесь 98 листов, соединенные металлическими шпилями. Первый блин, хоть и далеко не комом, но свои следующие проекты молодой человек видит намного лучше и интереснее. А от своей работы Рамзан хочет только пользы и красоты для родного города. Мне нравится здесь архитектура, если сравнивать с другими городами России. Вот какой город именно в плане архитектуры тебе больше всего нравится в мире? В плане архитектуры мне нравится Лондон. Там все стили архитектуры перемешиваются. Там и хай-тек, и классика, и параметризм. В общем, ты любишь разнообразие, да? А какое твое любимое направление? Мое любимое направление – это параметризм. И классика, я скажу, потому что классика – это основа всех стилей. То есть ты любишь параметризм, и у тебя скамейка именно вот в этом направлении. Да. А как ты себе представляешь город именно вот в таком стиле архитектурном? Мне бы очень понравилось. В дальнейшем Рамзан Цацаев планирует создать еще не один объект в стиле параметризм. Уже показывает, какой будет следующая скамейка. То, что мы сейчас сделали, это там более простая форма. Это сделано так из-за отсутствия опыта. Но сейчас уже есть опыт. Уже мы и сколько времени, столько денег уйдет на это? Я думаю, минимум 1100 уйдет денег. И времени где-то месяц-два максимум. Свою первую, уже готовую параметрическую скамейку Рамзан Цацаев решил подарить Национальной библиотеке Чечни. Сюда ее привезли сегодня же. В интерьер, по мнению руководства, скамейка вписалась. И даже готовы переставить мебель под новый предмет. Я такое первый раз вижу. Очень интересная скамейка. Даже, мне кажется, тут удобно сидеть. Если было бы туда еще несколько таких скамеек, это вообще было бы шикарно. Рамзан, поработай над этим. Хамзат Аюбов, Хаважа Мунаев, Дани Хавхаров. Новости. 5 октября в Чечне отметят не только День молодежи, но и день рождения Грозного. Чеченской столице исполнится 198 лет. В честь знаменательного события по всей республике пройдут праздничные мероприятия. Известно, что изменится и облик Грозного. Подготовка к торжествам идет полным ходом. Репортаж Лины Дадаевой. Разноцветная виола, тагетис, хризантема, посадка цветов охватила практически весь город. До 5 октября по всей столице появятся цветочные водопады, двухметровые букеты. Также будут установлены вазоны. Все это будет радовать горожан и гостей вплоть до наступления заморозков. Тем временем подготовка к празднованию столицы идет активными темпами. Круглые сутки на строительных участках трудятся рабочие. Асфальтирование дорог, благоустройство площадок, высадка цветочных конструкций – всего лишь малая часть запланированных мероприятий. На 198-летие Грозного продумали все до мелочей. Концепция оформления города в этом году стала особенной. В основном российский чеченский флаг мы увидим сейчас на билбордах города Грозного. Также будут устанавливаться объемные световые буквы 198 лет город Грозный. Также будут устанавливаться большие конструкции объемные. На примере Москвы, которая одна конструкция будет сейчас устанавливаться у нас при въезде в правительство Поларсанова. Еще одна конструкция будет в воротах города Грозного, это в аэропорту. Что касается торжественной программы, то она обещает быть насыщенной и разнообразной. 5 октября должно запомниться каждому, говорят в мэрии столицы. На этот день запланировано много сюрпризов и развлечений, как спортивных, так и творческих. Однако столичные власти пока не раскрывают секретов предстоящего праздника. Приготовлены сюрпризы. Сюрпризы они должны оставаться до 4-5 числа сюрпризами. В общем, вкратце я могу сказать, что в городе подготовлена масса мероприятий, где народное гуляние и очень концертные мероприятия по всей территории города Грозного.
Столица Чечни пережила немало радостных и трагических событий. Она не раз становилась ареной сражений, разрушалась и возродилась вновь за рекордно короткий промежуток времени. В регион потянулись не только инвесторы, но и туристы, которых восхищает современный облик Грозного. Город Грозный для нас родной. Я здесь родилась, училась в школе. Затем вот здесь вот было культпросветучилище. Здесь училась, даже успела поработать в Войнахе. Несколько месяцев там получилось. Перед войной пришлось уехать. Все-таки родные места все равно тянут когда-то всех, наверное, людей. Хотелось повидать, хотелось посмотреть, и вот результат превзошел все ожидания. Первый раз в этом городе и очень мечтала сюда попасть. На самом деле мне очень нравится город. Сейчас мы только выехали посмотреть достопримечательности, и действительно, я не знаю, масштабный город. Он очень красивый, обустроенный, архитектура зашкаливает, просто мне очень нравится на самом деле. И мечеть я очень хотела как раз посетить ее, мы сейчас поэтому сюда и подъехали. Все поменялось в лучшую сторону, стало очень красиво. После военное время, конечно, и дома, вот прям сердце болело, в каком состоянии были, конечно, но сейчас это уже не сравнить, уже понятно, что большая работа проведена. И очень восхищены. Ожидается, что в день празднования 198-летия Грозного съедутся гости из различных регионов и городов страны. Программа проведения праздников пока остается в секрете, однако одно можно с уверенностью сказать, что 5 октября останется в памяти каждого горожанина и гостя. Элина Дадаева, Хаважи Мунаев, Мансур Саев, Джамал Эль-Хаджалиев. Новости. В Грозном завершился второй день международного турнира по дзюдо памяти председателя Государственного совета Чеченской Республики Хусейна Исаева, трагически погибшего 9 мая 2004 года. В ежегодных соревнованиях приняли участие около 300 атлетов из 13 стран мира. Среди них участники прошедших в Рио Олимпийских игр. Итоги боев в материале нашего корреспондента. Выкрики, советы тренеров и громкая поддержка зрителей. Но так как каждый из борцов сосредоточен только на сопернике, происходящее вокруг они не замечают. В этом году в 13-м международном турнире по дзюдо памяти Хусейна Исаева приняли участие 300 спортсменов из 13 стран и 28 регионов России. Болельщиков на этих соревнованиях тоже было немало, среди них и именитые спортсмены. Один из них – Беслан Мудранов, олимпийский чемпион, который первым принес России золото. Почетный гость высоко оценивает спортивные успехи региона. Последние годы на самом деле уровень Чечни, именно в дзюдо, я в дзюдо в основном вижу, именно в дзюдо очень сильно поднялся, потому что так финансируют, здесь в республике, тут столько клубов, открыли, и всех ребят поддерживают, и это невозможно, чтобы уровень не поднялся. В первой весовой категории 60 килограммов на татами выходят спортсмены из Кыргызстана и Монголии. Атар Бистаев против Амратушвин Даштава. Атлеты продолжают поединки, как говорится, до последнего. Но выступление спортсменов заканчивается в пользу Атара Бистаева из Кыргызстана. Кстати, тоже участник спортивных игр в Рио. Радует то, что с каждым годом уровень этого турнира растет, и все больше стран с каждым годом приезжает. И уже самому интереснее, и азарт побольше. Во второй категории 66 килограмм выходит наш земляк, воспитанник клуба «Эдельвейс» Якуб Шамилов. Долго болеть за себя не заставил, правда, соперника даже не увидел. К сожалению, ввиду болезни снятия врачом спортсмена Абдулжалилова победа присуждается Якубу Шамилову, Чеченская Республика. Организацию конкурса и результаты наших спортсменов высоко оценил и брат погибшего Хусейна Исаева. У нас 2 первых места, 1 второе, 2 третьих, так что мы результатами довольны. И хочу сказать, что отличается этот турнир тем, что приехали сильные участники в текущем году на этот турнир, и участники Олимпиады, и Олимпиады, которая прошла в Рио совсем недавно, призеры мира, то есть хороший состав, много международников, поэтому мы нашими, скажем, результатами на этом турнире довольны. Турнир в прямом эфире транслировался на Бокс ТВ при поддержке телеканала «Грозный». В общекомандном зачете первое место заняла чеченская команда. А спортсмен из клуба «Эдельвейс» Якуб Шамилов своей победой выиграл путевку в Абу-Даби на Кубок мира. Саид Ахмадов, Магомед Мударов. Новости.
В Грозном стартовал турнир по боксу класса на призы главы республики. Участие в нем примут 116 спортсменов. По словам тренеров, бойцы клуба «Ахмат», которые также принимают участие в турнире, находятся в хорошей спортивной форме и готовы к поединкам. Соревнования продлятся 5 дней. Финальные бои состоятся 3 октября. Победитель получит звание мастера спорта России. Наши ребята готовились, прошли двухнедельный сбор и в Высокогорье, в Тырнаузе, и после этого отбоксировали на международном турнире класса Кадырова, и после этого опять они готовили, прошли двухнедельный сбор у нас в Грозном клубе «Ахмате». Ну, насчет готовности я скажу, что ребята готовы, можно сказать, на все 100%. Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.